49. Гериатрическое отделение больницы здесь открыли 5 месяцев назад по нацпроекту «Демография». Здесь работают для того, чтобы продлить годы жизни старших. За полгода уже 600 пациентов, рассказывает Фарида Мухаммедшина. Ультразвук, рентген, УЗИ – каждый может пройти комплексную диагностику. В подарок новый телевизор, если вдруг придется ждать очереди. Врачи, Офицер, от вас. самому старейшему. Разберетесь. Что Подарок больнице. На сегодняшний день в районе где-то 3218 лиц старше 65 лет. По нашему анализу получилось так, что 51% с легкостью справляются со своими бытовыми проблемами и не очень жалуются на свое здоровье. А вот те 8%, которые мы оценили как тяжелая старческая астения, будут нуждаться в помощи врачей, медиков, психологов. Льготы для детей войны, пенсионная реформа, некачественная продукция и раздельный сбор мусора. Социальные вопросы обсудили в Центре детского творчества. Год заканчиваем успешно. Намекнул, что государство, наше руководство республики, в свою очередь, свои обязанности правовые и финансовые выполняет своевременно. Я уж как повторял на старшем языке, это своевременно выплат пенсионерам пенсии и зарплаты работникам бюджета, это самое главное. Одна из ключевых проблем не только для района, но и для республики – снижение рождаемости. Этот вопрос Фарид Мухаммедшин поднял на встрече с активом района. Вопросы здравоохранения, они первичны. Сохранить людей серебряного возраста, продлить им жизнь, активную жизнь. Ну и, конечно, добиваться того, чтобы наша молодежь вступала в брак, появлялись новые семьи. Как выиграть грант, чтобы открыть свой музей, мастерскую для инвалидов или благоустроить парк? Лучшими практиками обменялись и общественные организации. Эффективно проходят эти встречи, потому что встречаемся непосредственно с людьми, спортивным активом. И районное руководство, и секретарь партийной организации местной показывает нам достопримечательности, проблемы, слабые места района. И мы, наполненные вот этой информацией, возвращаемся в Казань, в республику. В этом году это последний выезд в рамках Дней Единой России. По его итогам в Апастово направят всех необходимых специалистов для решения проблем. Юлия Муратова, Адель Мендубаев, ТНВ, Апастовский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.